Экстремалы из 5 регионов страны съехались в Ингушетию, чтобы побороться за кубок Всероссийского фестиваля бейсджампинга. Напомню, соревнования посвящены памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Воеводина. Сегодня второй день состязаний по вертикали. Спортсмены совершили прыжки с горы Цейлуам. Все обошлось без осложнений и последствий. Завтра главной целью станет знаменитая Столовая гора. Тамерлан Хамхоев расскажет. В отличие от альпинистов, которые облюбовали горы Ингушетии уже давно, бейсджамперы предпочитают не тратить много времени на спуск. 4,5–5 часов на подъем и примерно 1 минута в режиме свободного падения. С раннего утра спортсмены отправились на покорение горы Цейлуам. Оттуда они будут уже прыгать с самой высокой ее точки. Внизу собрались многочисленные зрители, которые будут наблюдать за этим ярким зрелищем. Вопреки ожиданиям, каждая минута, потраченная на восхождение, запоминается бейсерами как нечто чрезвычайно позитивное. Одна из вершин Цейлуама наконец покорена. Последние секунды перед стартом. Мы готовы. Собравшиеся зрители за каждым шагом спортсменов не следили. Как и любому болельщику, им интереснее узнать, чем все завершится. За красивым полетом в небе наблюдают не только жители нашей республики, но и туристы. А главные действующие лица этого зрелища, спортсмены, тем временем плавно опускаются на землю. Мягкая посадка – признак профессионала. Первые впечатления от приземления читаются на лице спортсменов. Подъем такой бодрящий, да. Но в целом ничего такого криминального нет. То есть просто долго идти. Как бы ничего сложного. Прыжок, в принципе, да, как планировал. Старт отличный, как бы, рельеф интересный. Пролетела мимо гребня, потом мимо одной скалы, потом второй. Потом вылетел сюда, взлетел, безопасно открылся. Все замечательно. За одним спортсменом с небольшим интервалом стартует другой, и каждый без эксцессов преодолевает весь этот воздушный маршрут. Приземлившись, делится ощущениями, ведь интересно не только летать, но и подняться на гору. Поднимались сегодня 5 часов, но настолько красиво вокруг, что, прошу прощения, эта красота придает сил подниматься, потому что постоянно хочется смотреть на горы, которые вокруг. Иногда хочется больше полетать, но здесь удовольствие не только от прыжка, но еще и от подъема, как раз-таки в таких горах просто приятно находиться, поэтому достаточно. А вот Максим Егоров, к примеру, бейсджампингом начал заниматься для того, чтобы преодолеть страх высоты. Прыгать научился, летать тоже, шутит спортсмен, да только страх никуда не делся. Прыгать начал, но высоты все равно боюсь, и по краю ходить для меня это просто какой-то кошмар. Вот я сейчас понял то, что я не хочу уже заниматься альпинизмом, потому что это... я устал бояться только. Сколько, когда ты станешь, уже не перестанешь бояться, это будет, я не знаю, с ума сойду, наверное. В процессе полета все-таки есть какой-нибудь мандраж или все окидываешь взглядом, чувствуешь себя птицей? Это зависит от того, какие цели ставишь на прыжок. Делаешь там сложную акробатику, то там некогда смотреть там, на пейзажи. Если ты отлетел далеко от стенки, то там ты просто полностью расслабляешься, да, и смотришь, как птица, как орел летает и смотрит. Сегодня спортсмены прыгали с точки, которую облюбовали альпинисты. Завтра будут летать под облаками у подножия Столовой горы. И строчки из стихотворения автора «Мумеш башен и скал парили» будут как никогда уместны. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чаркиев, Новости 24.